Бул тренингден бир мындай өзүңө бир дем күч алып кетесиң да. Көп жашоомдо көп өзгөрүүлөр болду десем болот. Алардын ар бири менен таанышып, алардын ар кандай шыгы бар экен, ар кандай нерсеге, ар кандай өнөөлөрү бар, алардан көрүп да мен мотивация алдым. Значит, мен дагы майып эмесмин, бир эле мен эмес экен. Алардын ар бир майыптыгы бар жарандардын өздөрүнө жараша шыгы бар экен. Аларды байкап, мотивация алдым. Если объединяться, то всем становится легче. Я считаю, что обычно вот такие встречи дают большой эмоциональный всплеск и заставляют посмотреть на наш мир чуть-чуть по другим углом. В целом проект направлен на продвижение гендерного равенства. И в проекте Инком мы поднимаем вопросы предупреждения и защиты от насилия. Но также мы понимаем, что без их экономической независимости, им сложно будет в том числе не оказаться в условиях, когда они могут подвергнуться насилию. Проект реализуется общественным объединением Агентства социальных технологий при финансовой поддержке Европейского Союза. Биздин зор үмүтүбүз бар, жумуш берүүчүлөр силерге даяр жумуш сунуштар менен келишет. Адилеттүү жана инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында билимдүү кыз долбоорубуз ишке ашырылып жатты эле 2023 жылдан баштап. Бир жылдын ичинде жыйынтыгында 19 майыптыгы бар кыз келиндер Бишкекте жана 12 Ош жергесинде жумуш менен камсыздалды. Мы, например, практиковали в проекте, когда первое время, первые недели, когда наши клиентки устраивались в какую-то организацию, мы обязательно делали сопровождение. То есть, чтобы и родственники были спокойны, что есть все-таки сопровождающий человек, которому они доверяют и который действительно весь день с ней может находиться, провожать или, по крайней мере, отвозить на работу, привозить домой. Суть самого этого проекта заключается в том, чтобы трудоустроить людей с инвалидностью на работу, во-первых. Во-вторых, провести для работодателей тренинги по пониманию инвалидности. Если говорить одним словом, мы мечтаем, мы хотим, чтобы люди с инвалидностью могли работать на равных вместе со всеми. Проходили 2 потока этих тренингов, где обучали их мягким навыкам, лидерским качествам, где обучали их правильно преподносить себя так, что когда они будут приходить, работодатель их видел и говорил: «О, мы берем эту девушку». Бул ошо тренингде максат коюу деген темалар болот. Ошондо мен машина алам, тилек кылгам, ошол тилегим орундалды десем болот. Директор Яндекс.Такси, он такой: а вы знаете, а у нас же работает девушка с инвалидностью, мы ее взяли, такая классная. Я говорю: Миргуль. Он такой: вы ее знаете? Я говорю: да, знаю. Но у него столько было радости в глазах, что он помог кому-то, что он это сделал. Если к вам кто-то еще обратится, если есть водительские права и машина, мы с удовольствием возьмем. То есть мы предоставляем бухгалтерские услуги, консультации для предпринимателей. И, конечно же, я с 2010 года обучаю работе главного бухгалтера, то есть практические азы. Многие хотели бы работать в этой сфере, но не понимают эту сферу. И у нас, к сожалению, в Кыргызстане очень мало квалифицированных бухгалтеров. У меня 3-месячный курс, и за 3 месяца я обучаю полностью работе главного бухгалтера. Если есть среди участники, которые хотели бы освоить бухгалтерию, элементарно хотя бы, если им нужна консультация, мы готовы предоставить. Лицам с инвалидностью никогда не было ограничений именно в принятии на работу. Вы можете у нас тоже работать, если вы хотите, у вас есть пожелания. Мы посмотрим, мы вам поможем. В данное время мы бы взяли на работу бухгалтера. Людям надо учиться, им надо предоставить бесплатное обучение. Если у человека есть навыки, их везде берут на работу. Да. Это доказано, проверено. Да. Людей надо обучить. В школе, в университетах надо дать квоту
Если они не успели там обучиться, надо организовать курсы, какие-то программы, чтобы у них была специальность. Команда ОК, Назикыс, они занимались непосредственно обучением девушек, женщин, да, их профориентацией, повышением их мотивации, подготовки их к интервью. Например, они помогали им в том числе подготовить правильное, хорошее резюме, проводили работу с работодателями, с тем, чтобы работодатели тоже понимали особенности привлечения работников, работниц с разными формами инвалидности. Но помимо этого мы подумали, что важно восполнить вот этот технический пробел и что нужно предоставить возможность получения такого специализированного оборудования нашими бенефициарами. Кээ бир жумуштарында талабы болуп атты, компьютерларыңар барбы деген сыяктуу. Бирок компьютерден да тышкары көрүүсү начар кыздар үчүн жумушка тиешелүү маалыматты окуй алган атайын программалар. Атайын программалар азыркы учурда өтө кымбат. Эми бизде жакшыкка бар Оштогу интеграция коомдук бирикмесине жана Бишкектеги равенство коомдук бирикмеси 5-5 компьютерлер берилмей болду. Ар түрлүү майыптыгы бар жарандар ушул коомдук бирикмелерге келип окууларын уланта алат. И сегодня у нас очень важное мероприятие. Мы наконец-то закупили специализированное оборудование для вас. Всего 15 комплектов ноутбуков и дополнительного специализированного оборудования для людей с разными формами инвалидности. И по 5 комплектов для каждой формы инвалидности. Есть дополнительные, помимо дополнительных программного обеспечения, есть также дополнительные девайсы, как, например, усилители звука, специализированные мыши и так далее. Люди с инвалидностью, с разными формами инвалидности. Наша программа подразумевалась так, чтобы обеспечить их технологическими условиями, так как у многих нет такой возможности закупить оборудование для того, чтобы спокойно поговорить с работодателем, даже выполнить какое-то тестовое задание. Это высококачественные ноутбуки с мощным, надежным производительностью памяти, с быстрым SSD, идеально подходит для широкого спектра задач. Универсальность пользователей с любым типом и формами инвалидности. Это, честно говоря, для меня самое волнительное событие этого года. Девушкам это поможет, так как многие девушки стараются изучить это программирование, но не хватает опыта, не хватает когда-то финансовых возможностей. И мы стараемся этот вопрос как-то решить, урегулировать. На сегодня нашими партнерами будет служить важным инструментом для повышения квалификации, развития профессиональных навыков и облегчения доступа к трудовому рынку для женщин и девушек. Я бы в заключение хотела поблагодарить всех, кто был вовлечен в реализацию данного проекта. Да, это непосредственно команда Назикыс, это все те партнеры, партнерские организации, с которыми мы вместе реализовывали различные инициативы по поддержке людей с инвалидностью. Это все наши сами женщины-девушки с инвалидностью, которые вовлеклись в проект, загорелись идеей, приложили неимоверные усилия, да, для того, чтобы изменить свою жизнь
жизнь к лучшему. Это их ближайшее окружение, родственники, да, это все те журналисты, которые освещали все эти вопросы, размещали материалы, публикации делали и так далее. И, конечно же, огромная благодарность Европейскому Союзу, благодаря которому вообще вся эта деятельность была возможна.